Уважаемые коллеги, добрый день. Как и договаривались, обсудим сегодня вопрос развития пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Но прежде несколько текущих вопросов. И, конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних паводков. Пожалуйста, Александр Вячеславович, как сейчас обстановка у нас с пожарами? Давайте с этого начнем. Уважаемый Владимир Владимирович, с начала года на территории Российской Федерации зафиксировано почти 6 тысяч очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 миллионов гектаров. И хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение их количества на 30%, площадь, пройденная огнем, наоборот, в 1,5 раза увеличилась. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 миллиона гектаров. Из них локализованы только 62, то есть всего 12%. При этом 15 очагов лесных пожаров действуют вблизи населенных пунктов. Решение правительственной комиссии «Обстановка на территории Республики Саха-Якутия и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера». Прогноз остается неблагоприятный. В ряде субъектов установилась сухая, жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Силы и средства МЧС России обеспечивают защиту населенных пунктов от перехода огня. В Республику Саха-Якутия и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас активно работают по 1 самолету Б-200 и по 2 вертолета Ми-8. Всего в тушении лесных пожаров задействовано свыше 6 тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов. Уважаемый Владимир Владимирович, что касается ликвидации последствий весенних паводков, с начала года на территории 64 субъектов Российской Федерации было затоплено свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения. Обстановка, сложившаяся в результате прохождения весеннего половодья на территории 3 субъектов, это Оренбургская и Омская области, а также Республика Саха-Якутия, были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области. Необходимо отметить продолжительный характер подтоплений в этих субъектах. Высокие уровни воды сохранялись больше месяца и в отдельных районах на несколько метров превышали критические значения. Это вызвало длительное нарушение условий жизнедеятельности населения, а кроме того привело к задержке в работе оценочных комиссий и в выплате компенсаций. Уважаемый Владимир Владимирович, при назначении гражданам компенсационных выплат власти субъектов столкнулись с определенными проблемами. С одной стороны, упрощенный порядок подачи заявлений, реализованный через портал госуслуг, позволил в кратчайшие сроки организовать работу по оказанию финансовой помощи. С другой стороны, почти каждое третье заявление из более чем 700 тысяч принятых были повторными или необоснованными от людей, фактически не пострадавших. Кроме того, на начальном этапе отмечались сбои в работе информационной системы Оренбургской области и значительное количество поступающих обращений не регистрировалось. Мы оперативно провели анализ этой ситуации и оказали субъекту необходимую помощь. В настоящее время 98% всех заявлений уже отработано. Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысяч пострадавших. Всего помощь получили 420 тысяч человек. Общий объем выплат составил почти 11 миллиардов рублей. Людям также оказывается социальная помощь. Общая потребность из пострадавших регионов в организации оздоровительного отдыха составляет более 7 тысяч детей. Из них уже 5500 детей смогли отдохнуть в летних лагерях, в том числе на территории Краснодарского края и Республики Крым. Ход работ по восстановлению условий жизнедеятельности в пострадавших субъектах находится на особом контроле правительственной комиссии под моим председательством.
Регионам оказывается необходимая методическая помощь. К решению возникающих проблемных вопросов оперативно подключаются федеральные органы власти. Из резервного фонда правительства Российской Федерации до субъектов доведено около 6 миллиардов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день главной задачей, безусловно, является скорейшее восстановление жилья. Тысячи людей вынуждены проживать у родственников или арендовать дома и квартиры. В пунктах временного размещения продолжают находиться 242 человека, в том числе 63 ребенка. Для граждан, утративших жилье законодательством, предусмотрены различные механизмы помощи. По своему выбору люди могут получить новый дом или квартиру, построенные субъектом именно для пострадавших от паводка. Также существует возможность самостоятельного строительства или приобретения жилья на выделенные средства. Во исполнение вашего поручения МЧС России совместно с Минфином России проработан вопрос по увеличению размеров выплат пострадавшим. В правительство внесен проект постановления, которым предусматривается их увеличение в 1,5 раза. То есть вместо 10 тысяч – 15 тысяч рублей. За утрату имущества вместо 50 и 100 тысяч рублей будут выплачиваться 75 и 150 тысяч рублей, соответственно, на каждого пострадавшего. Такой же подход реализован и в отношении граждан, получивших вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации. Эти выплаты будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Причем указанные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года. После их принятия гражданам, уже получившим выплаты, будут доведены дополнительные средства. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. При этом максимальный объем строительства жилья необходимо завершить уже к 31 октября 2024 года. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Насколько в среднем у нас вырос размер выплат всех пострадавшим от паводков? Где-то в 1,5 раза примерно, да? Да, в 1,5 раза, Владимир. А сколько людей еще находится в ПВРах? Есть у вас такая цифра? Владимир, 242 человека, 242? 242 человека всего. Все остальные разошлись по родственникам и знакомым. Снимают жилье. Понятно, понятно. Ираклий Иванович, восстановим мы к холодам жилые помещения? Да, Владимир Владимирович, коротко доложу по ситуации. Оренбургская область: обследованы 28 145 индивидуальных домов, 329 многоквартирных. Начато строительство жилья для 800 семей. Это 300 индивидуальных жилищных домов и централизованно строится, и 500 квартир в многоквартирных домах. Задача стоит в этом году работу завершить. Остальные у нас пошли на выплаты, и принимаются окончательные решения через выплаты обеспечить квартирами. В Курганской области работа тоже на стадии завершения. Выплаты получают жители, и решения по обеспечению тоже все необходимые с регионом приняты. В Тюменской области у нас 839 индивидуальных было жилых домов, и все идет через выплаты, и часть утраченных семей тоже средства получили, 6 семей уже. Сложная ситуация была, докладывали уже по автомобильной дороге Тюмень-Омск. Здесь совместно с регионом, с Росавтодором и Минтрансом оперативные меры все были приняты, трасса оставалась проезжей, но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию, и стоит задача поднять уровень фактически этой дороги на 2 метра. По Омской области по мере схода воды идет обследование, индивидуальные дома обследованы все. У нас продолжается работа по Усть-Ишиму. Населенный пункт фактически вода достигла новой исторической отметки. Сейчас разрабатываем мастер-план Усть-Ишима, чтобы определить новые территории, где будем строить жилье. Потому что на прежних местах строить, в принципе, бесполезно, будет опять подтоплено. По Саха-Якутии затоплено было 978 индивидуальных домов и 33 многоквартирных. 852 жилых дома освободились от воды. Здесь работу продолжаем.
Планы графики сформированы с регионами, находятся на особом контроле Владимира Владимировича. Спасибо за внимание, доклад закончен. Да, Иракли Иванович, до холодов-то мы что сделали? До холодов. Построим квартиры в Орске и построим индивидуальное жилье. И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Значит, люди выбирают свой график, территория, регион будет компенсировать аренду квартир, так как сейчас это и производится по этим территориям. Все, понял, хорошо. Внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит, и сопровождайте это административно обязательно. Нужно помочь там на месте. Александр Александрович, к Козлову обращаюсь, Александр Александрович, как авиалесохрана-то трудится? Какие-то есть вопросы? Просьбы, может, дополнительные? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, коллеги, прогноз, который мы давали на первую половину лета, он подтвердился, силы и средства были расставлены, о чем сказал Александр Вячеславович, перехода лесных пожаров в населенные пункты недопустимы. И вот с мая по июль основная площадь пожаров, это порядка 85%, пришлось на территорию Хабаровского края, Якутии, Забайкалья и Амурской области. И большинство, это 2/3 крупных пожаров, которые дают площади, они возникли в труднодоступных и удаленных районах, в том числе и Заполярья. Например, Якутия – это 1000 километров лету, только по территории до пожара. Забайкалье – это до 500 километров. И Амурской области – это 300-500 километров, чтобы дотянуться до пожара. Что хотел бы сказать, я считаю, это важная информация, что если раньше северные территории начинали гореть в июле, по той статистике прошлых периодов, то в текущем году ситуация сместилась влево на месяц. Это произошло из аномальной жары и гроз. Например, на 10 июля в Забайкалье из-за гроз возникло 222 лесных пожара. А в прошлом году эта цифра составляла 15. В Якутии их 843 в этом году, а в прошлом было 450. И по жаре, если, допустим, в Якутии на 31 мая жара была плюс 30 градусов, что было последний раз в 1971 году, а в Забайкалье плюс 40 на эту дату. И не говоря о том, что на кромке пожара люди, где работают, плюс 50, то есть, соответственно, такой температурный график. Что касается горимости сейчас, 3 территории – это Забайкалье, Якутия и Амурская область. К сожалению, с негативной динамикой разворачивающейся. В поддержку региональных сил мы привлекли все силы авиалесохраны и межрегионального маневрирования. Они сейчас все находятся у нас на этих территориях. В Якутии, в общем, около 2000 лесных пожарных, в Забайкалье 1500. Также мы привлекли группировки для взрывных работ, то есть встречным взрывом отбиваем пожар, и искусственное вызывание осадков. И спасибо большое, коллеги с МЧС нас прикрывают авиацией. Наша основная задача, которую мы сейчас видим, это не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Что нас ждет в перспективе? Обстановка осложняется, и по прогнозам Росгидромета снижения пожарной опасности не будет. То есть в течение 2-3 недель нас ждет пик летних пожаров. И текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет. Примерно сейчас по прогнозу мы температуры наблюдаем, которые были последний раз в 2012 году. Кроме Дальнего Востока, вот этих 3 территорий, которых я сейчас перечислил, мы прогнозируем во второй половине июля-августа Томскую область, Красноярск, Тыва, Иркутск и Ханты-Мансийский округ. Это там, где нужно сейчас обратить особое внимание. Что мы сделали? Мы перевели силы в режим повышенной готовности, увеличиваем кратность мониторинга лесов и перебрасываем группировки внутри регионов и отчасти возвращаем силы, которые были задействованы с этих регионов, обратно в эту дислокацию. Что касается помощи, Владимир Ильич, о которой вы сказали. Вы давали поручение отработать с регионами и увеличить финансирование на те территории, которые начали тушить площади больше, чем в свое время это было ранее. У нас таких регионов 23 и увеличили площади пожаротушения на 211 миллионов гектар. Буквально руководитель Якутии в ваш приезд поднимал этот вопрос.
перед вами, вы дали такое поручение. Чем оно закончилось? Мы встречались с Антоном Германовичем Силуановым, о чем мы договорились. Мы договорились о том, что стоимость всех 23 регионов в деньгах 10 миллиардов дополнительно. Это 1600 человек, 20 авиаотделений новых и 24 тысячи летных пожарных часов вертолетов. Мы с 1 января 2025 года запланируем в бюджет половину от этого и закроем этим самым самые горимые регионы. В нашем прогнозе это Якутия, Красноярский край, Забайкалье. И с 2026 года, пересчитав все, должны закрыть следующую территорию. Кроме этого, мы тушим в долг в некоторых регионах. Почему? Потому что подтягиваем силы и средства в рамках выше доведенных лимитов. Это практика в рамках режима ЧС. О чем мы договорились с Антоном Германовичем, и это обязательство обязуемся выполнить. Мы до 15 июля подбиваем все сальдо. У нас примерно в деньгах это 1,5 миллиарда, которые мы должны довести до регионов. Проверим это вместе с коллегами на первичную документацию. Эти деньги должны поступить Михаилу Владимировичу на подпись из резервного фонда. Следующее погашение кредиторской задолженности мы будем осуществлять после прохождения июля-августа. И в октябре перед нашими регионами должны закрыть все затраты, которые связаны с пожаротушением. Спасибо за внимание. Доклад закончен. То есть по финансам все договоренности состоялись. Здесь никаких проблем сейчас вы не видите, да? По финансам. С Антоном Германовичем все проговорено. Михаилу Владимировичу будет подготовлено в ближайшую неделю на подпись и для утверждения. Хорошо. Ладно. Спасибо. Спасибо большое. Ольга Борисовна, лето к нам из-за границы приезжают достаточно много коллективов театральных. И наши артисты тоже выезжают, едут по стране в рамках проекта «Всероссийские гастроли» и за рубеж выезжают. Какая оценка с вашей стороны вот того, что происходит и что предстоит сделать в ближайшее время? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы продолжаем работу, начатую в 2020 году по развитию гастрольной деятельности в России и увеличению доступности культурных благ для наших жителей. За 4 года работы можно смело сказать, что единая гастрольная система действительно находит такой живой отклик участников и зрителей из самых разных регионов. В этом году в плане по программе «Большие гастроли» принимает участие 268 театров. Это почти половина всех театров страны и еще 61 национальный коллектив по программе «Мы Россия». География выступлений от Калининграда до Южно-Сахалинска. Более 260 городов и населенных пунктов всех 89 субъектов Российской Федерации. Растет количество коллективов, участников, например, из Луганской и Донецкой народных республик в программе «Новые регионы». В 2022 году мы начинали вместе, гастролировало 12 коллективов, а в 2024 наших коллег уже 17. Они посетят 106 городов в этом году от Северного Кавказа до Дальнего Востока, и самый масштабный тур этого года у ансамбля «Песни и танцы Донбасс», который преодолеет более 25,5 тысяч километров. Театральное направление единого гастрольного плана также насыщено очень яркими моментами. Стоит упомянуть и гастроли Малого театра, и мастерской 12 Никиты Михалкова к юбилею Крымской весны, которые порадовали зрителей полуострова спектаклями «И большая тройка», «Ялта-45» и спектаклем «12». МХТ имени Чехова в сентябре посетит с гастролями космодром Байконур и приурочит выступление к старту экипажа на МКС. Отдельно хочется выделить детскую программу гастрольного плана, которая пользуется неизменным спросом у наших юных театралов, еще только начинающих. Так, в марте наши коллеги из Рязанского ТЮЗа посетили одну из самых удаленных точек Дальнего Востока, город Анадырь. А Кстовский театр кукол из Нижегородской области в декабре, в преддверии новогодних праздников, будут работать в Луганске. Благодаря гастрольному плану у жителей даже самых маленьких сел и городов появилась возможность познакомиться с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Я вот приведу в пример ансамбль «Песни и танцы Республики Татарстан», которые выступили в Малом Труеве с населением в 1300 человек, и в поселке Иса, это Пензенская область, где 4900 жителей. Уникальные возможности сохранения творческих и профессиональных связей с Россией в современных условиях создает наша зарубежная программа больших гастролей. И вот в текущем году приедут в Россию
Наши коллеги из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Всего примет участие 24 театра и покажет около сотни спектаклей. А первым в этом году с нашей стороны зарубежное направление открыл театр балета Бориса Эйфмана в Минске и Московский губернский театр под руководством Сергея Витальевича Безрукова, которые выступили на сцене Русского драматического театра в Баку. Также в планах гастроли Марийского театра оперы и балета в Минске и Московского театра «Эцетера» в Алматы. Еще одним нашим стратегическим направлением в развитии и популяризации театрального искусства является всесторонняя поддержка по линии Минкультуры России театров, работающих на национальных языках народов России. Всего на территории нашей страны более сотни таких театров, и гастроли всегда довольно в большом объеме представлены в нашем плане. Показы сопровождаются синхронным переводом на русский язык, так что мы постоянно прорабатываем дополнительные возможности выступать на самых разных площадках и также возможность выступать самым талантливым и ярким коллективом. Благодарю вас за внимание. Хорошо, спасибо. Лето – это время отпусков, но работа продолжается. У нас по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было 73,4 миллиона работающих. В этом году уже 74,1 миллиона работающих. И безработица на рекордно исторически низком уровне – 2,6%. Антон Ильевич, пожалуйста, несколько слов по этому поводу. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, мы видим постоянную динамику роста числа занятых наших граждан. По итогам мая у нас сумма еще увеличилась, количество граждан еще увеличилось на 100 тысяч человек до 74 миллионов и 1,1. Но мы видим, что спрос по профессиям растет неравномерно. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли, строительства. И сейчас по вашему поручению идет формирование пятилетнего прогноза кадровой потребности. В разработке этого документа участвуют представители различных ведомств. Это Росстат, Минэкономразвития, все ключевые ведомства, все субъекты Российской Федерации, экспертные организации и, конечно же, работодатели. Прогноз, который мы сейчас составляем, учитывает макроэкономические параметры, территориальную специфику, демографические изменения, ну и, конечно же, стратегические планы по развитию отраслей экономики. Сейчас с работодателями мы проводим оценку профессионально-квалификационного распределения потребностей в трудовых ресурсах. К этой работе к нам уже подключилось свыше 140 тысяч компаний. И результатом станет детализированная картина, которая покажет нам, сколько специалистов и какой специальности, квалификации нам нужно в конкретном регионе через год, через 3 и через 5 лет. Такой прогноз свяжет контрольные цифры приема в учебные заведения с теми потребностями экономики и с перспективным планом в перспективе. Он поможет нам сгладить структурные диспропорции на рынке труда. Но для оперативной помощи работодателям в режиме здесь и сейчас мы развернули ряд мер, которые направлены именно на сглаживание кадровых дисбалансов на текущий момент. Соответственно, действительно, Владимир Владимирович, мы видим постоянный рост. Вы сейчас отметили численность роста занятых за последний год. Я хочу сказать, что с 2019 года у нас численность до пандемийного периода численность занятых возросла на 2,7 миллиона человек. И, конечно, одним из самых сложных вопросов сегодня для работодателей является найм и удержание опытных квалифицированных кадров. И здесь, уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы поблагодарить вас за решение о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Такие сотрудники сегодня зачастую обладают уникальными компетенциями, выступают наставниками для молодых сотрудников. Ну и, конечно же, сами осуществляют существенный вклад, вносят в занятость. Сегодня бюджет социального фонда мы на трехлетний период уже формируем с учетом гарантий по индексации и соответствующим образом, в соответствии с тем законопроектом, который уже сегодня принят, пенсия будет проиндексирована с 1 февраля 2025 года. Еще одно решение для помощи в найме кадров с высоким уровнем квалификации – это софинансирование переезда сотрудников. Компании из приоритетных отраслей могут получать до 300 тысяч рублей на расходы при найме соискателя из другого региона, содействовать гражданину при переезде. И таким образом за счет средств федерального бюджета происходит компенсация расходов соответствующего работодателя. Второе направление, как раз связанное со снижением структурных диспропорций, это переподготовка кадров, которые сегодня есть на рынке труда.
Для этого развернуто бесплатное переобучение. Сегодня по 175 приоритетным программам учим не только безработных, но и занятых граждан. Это короткие курсы, которые, скажем так, дают конкретные востребованные навыки. И такой формат быстрой подготовки под требования конкретного работодателя сегодня позволяет нам трудоустраивать более 80% граждан, которые прошли соответствующее обучение. Кроме того, для компаний оборонно-промышленного комплекса мы предусмотрели возможность получать финансовую поддержку за переобучение и подготовку сотрудников непосредственно уже на том предприятии, где они в дальнейшем будут заняты, либо заняты в данный момент. В общей сложности эти меры помогут компании в течение года найти и подготовить свыше 150 тысяч сотрудников необходимой квалификации. Несмотря на то, что в среднем по стране уровень безработицы низкий, как вы уже отметили, Владимир Владимирович, 2,6%, это рекордный минимум. Ситуация на рынке труда по субъектам Российской Федерации, она различается. Сегодня мы имеем в Ингушетии уровень безработицы больше 26%, в Дагестане 11,5%. Еще в 3 субъектах Российской Федерации уровень безработицы приближается к отметке в 10%. Поэтому третье направление наших оперативных мер на выравнивание, это на влияние на структурную безработицу на рынке труда, это непосредственно выравнивание межрегиональных диспропорций на рынке. С 10 регионами, где сосредоточены самые большие резервы незадействованного трудового потенциала, мы сегодня ведем адресную работу. Здесь принимаются дополнительные меры по подготовке соискателей. Мы способствуем, в том числе с коллегами из других ведомств, созданию дополнительных рабочих мест. И результатом этой работы, по сравнению с показателями занятости прошлого года, видим, что в этих субъектах сегодня дополнительно вовлечены в занятость 57 тысяч человек. Владимир Владимирович, конечно, особое внимание сегодня мы уделяем молодежи. И нужно сказать, что уровень занятости в этой группе сегодня существенно ниже показателей в более старших возрастных когортах. Сегодня мы создаем целый набор сервисов, направленных именно на трудоустройство молодых людей. Это и подбор стажировок и практик, и мониторинг трудоустройства выпускников. Сейчас мы уже готовим к развертыванию персональное сопровождение ребят еще в процессе обучения. То есть считаем, что необходимо силами центров занятости проводить профилирование, составлять индивидуальный карьерный план ребятам в процессе обучения. Ну и помогать в том числе в подборе стажировок и практик уже в ходе самого обучения. Мы считаем, что важно именно сформировать связку студента с потенциальным работодателем еще на этапе обучения. И, конечно же, целевая задача, которая ставится, это выйти на бесшовное трудоустройство молодых ребят после завершения обучения, после получения диплома. Важное место в формировании кадрового резерва, а также отводится целевому приему вместе с депутатами, коллегами из образовательного блока, Минцифры, аппарата правительства. Мы впервые реализовали открытый конкурсный прием на целевое обучение. То есть на портале «Работа в России» компании сформировали свои предложения более чем по 163 тысячам целевых мест обучения. И здесь, конечно, наиболее активно эта работа ведется в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском крае, в Республике Татарстан, Ленинградской, Нижегородской области, а также в Санкт-Петербурге и Приморском крае. Сейчас коллеги из образовательного блока ведут приемную кампанию, в том числе на целевые места, и результаты ее будут видны уже в августе месяце после формирования приказов о зачислении ребят. Еще одна задача, которую вы ставили, это продвижение именно востребованных и перспективных профессий, и в том числе ежегодное проведение всероссийской ярмарки трудоустройства. По сути, ярмарка – это, скажем так, демонстрация возможностей современного рынка труда. И прямо на площадках ярмарки проходят открытые отборы работодателей для трудоустройства, а также для абитуриентов проводятся профориентационные мастер-классы. Площадками для ярмарки в субъектах Российской Федерации становятся сами вузы, колледжи, парки, стадионы, востребованные городские пространства. И сегодня ярмарка прошла во всех 89 субъектах Российской Федерации, и было развернуто 2392 площадки. Интерес к ярмарке проявляли не только молодые ребята, но и в том числе взрослые соискатели, в том числе даже работающие граждане, которые интересовались именно сменой сферы деятельности. Владимир Владимирович, в прошлом году ярмарка трудоустройства у нас проходила впервые. Она проводилась в 2 этапа. По итогам ярмарки в прошлом году мы трудоустроили свыше 120 тысяч человек. В этом году
Первый этап, региональный этап, прошел 12 апреля, 28 июня прошел федеральный этап ярмарки трудоустройства. Даты, в которые мы проводим ярмарку, они не случайны. Мы исходим из учебного цикла. В апреле студенты уже могут, скажем так, вести предметный разговор о работе на лето или на постоянную основу. А в конце июня это время, когда уже ребята, выпускники, сдают экзамены и получают соответствующие дипломы. В апреле на региональном этапе работодатели представили свыше 540 тысяч рабочих мест. По итогам трудоустроились уже в этом году свыше 53 тысяч человек, в том числе 8 тысяч ребят трудоустроились на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В июне на федеральном этапе было представлено компаниями свыше 590 тысяч вакансий. И спустя всего неделю после проведения ярмарки мы уже констатируем, что 18,5 тысяч ребят уже трудоустроены на предприятии. Нужно понимать, что процедура, скажем так, оформления проверок кандидатов, окончательные итоги, скажем так, процедура оформления ребят, проверка документов, она требует времени. И, конечно же, окончательные итоги мы сможем подвести чуть позже. Но уже с учетом показателей за первую неделю мы видим, что они превышают аналогичные показатели прошлого года в 1,5 раза. Соответствующим образом считаем, что у нас в этом году показатели по трудоустройству будут не меньше, чем в прошлом году, а может быть даже и лучше. Доклад закончен. Спасибо за внимание, Владимир Владимирович. Хорошо. У нас ведь в структуре безработицы в прежние годы по возрастам среди молодых людей безработица была выше, да? Там ситуация поменялась, насколько я вас понял, да? Владимир Владимирович, она по-прежнему у нас пока выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель безработицы значительно снизился за последние годы. Это стало результатом совместной работы ведомств в рамках программы по снижению молодежной безработицы. Да, но все равно среди молодежи она повыше. Да, это она повыше, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессом обучения, да. Но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах. Хорошо, спасибо. Вот мы говорили, что происходит в сфере искусства. Михаил Владимирович, а как закончились у нас игры БРИКС? Каковы результаты? Как вы оцениваете ситуацию? Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, мы продолжаем укреплять межгосударственную спортивную повестку в рамках и СНГ, и БРИКС, и ШОС, и Прикаспийской организации сотрудничества и других. По вашему поручению все соревнования, в том числе игры БРИКС, проходят в открытом формате. И в этом году в них приняло участие более 5,5 тысяч атлетов из 82 стран мира. Они прошли в Казани с успехом, отмечены всеми участниками, высокая организация, зрелищно все прошло. Аудитория очень большая, только по телевидению посмотрело больше 25 миллионов человек. В соцсетях этот показатель сотни миллионов. Такие соревнования зрелищные, актуальны, особенно в условиях отстранения наших атлетов от международных стартов. Благодаря вашей поддержке также в этом году прошли игры будущего, которые стали ярким событием. Они объединили 116 стран. Фиджитал игры в очередной раз подтвердили, что мы открытая страна, можем проводить крупные соревнования и создавать инновационные форматы. Кроме того, в правительстве сейчас находится проект постановления, который предусматривает выплату денежного вознаграждения победителям и призерам игр БРИКС, тренерскому штабу соразмерно вознаграждению по итогам чемпионатов мира. На встрече министров стран ШОС в Алмате мы предложили проводить игры ШОС тоже в открытом формате. Там же участвовал генеральный секретарь организации во встрече. В целом нас поддержали, и мы формируем сейчас нормативную базу проведения игр для общего утверждения. Буквально только что завершились также 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». Они уже объединили более 2000 юных атлетов из 24 государств. Разыграно 237 комплектов медалей по 22 видам спорта. Также вот сейчас идет международное ралли «Шелковый путь». 5 июля в Томске оно стартовало, закончится в
Батаре. Там у нас участвует 106 экипажей из 13 стран. В первом полугодии мы провели 26 значимых международных спортивных соревнований. До конца года проведем еще более 2 десятков. Могу отметить и следующий год. В 25-м у нас пройдут 4-е российско-китайские молодежные зимние игры в Южно-Сахалинске. Пройдет спартакиада союзного государства России и Белоруссии. Мы об этом договорились с белорусской стороной. Открытый чемпионат союзного государства по биатлону. Все это укрепляет международное сотрудничество. Также хочу напомнить всем, что в соответствии с вашим распоряжением у нас в Уфе пройдет международный форум «Россия спортивная держава», в том числе и приурочено к 450-летию основания города Уфы. Объединим там более 3000 участников, в том числе из других стран. Ждем министров спорта, международные спортивные организации, представителей объединений БРИКС, ШОС, СНГ. Основная тема будет посвящена реализации национальных целей развития согласно вашему майскому указу. Сегодня мы видим важность, необходимость укрепления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений. Это не подвержено санкциям, ограничениям. Ну и в завершении хочу сказать, что Россия доказала, что открытый формат соревнований – эффективный способ развития спорта сегодня. И за это хочу, Владимир Владимирович, вас поблагодарить от лица всех спортсменов. Минспорт будет организатором всех межгоссоревнований, которые пройдут у нас в России. Доклад окончен. Да. Михаил Владимирович, мы с вами говорили на эту тему. Нужно будущее соревнования такого уровня, такого масштаба все-таки планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было проблем у них с этим календарем. Вы понимаете, о чем я говорю, поэтому посмотрите на будущее. А так, в целом, по-моему, очень хороший опыт, и желающих приехать действительно достаточно много. И прошу не затягивать с выплатой нашим победителям, призерам и тренерам соответствующего вознаграждения. Спасибо большое. И у Михаила Владимировича сегодня день рождения. Михаил Владимирович, мы вас всех поздравляем. Желаем вам всего самого доброго, успехов. Спасибо, Владимир Владимирович. Давайте перейдем к основному вопросу. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич, по пунктам пропуска. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, пункты пропуска через государственную границу являются одним из ключевых элементов по внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридоров. На сегодняшний день в России функционирует 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины всего грузопотока страны. Начиная с 2021 года проводим масштабную работу по модернизации пунктов пропуска в целях развития международных транспортных коридоров и внешней торговли. За период с 2021 по 2023 годы Минтрансом выполнено более 160 мероприятий по развитию трансграничной инфраструктуры. Доложу о ключевых результатах. Провели комплексную модернизацию 14 приоритетных пунктов пропуска. Завершили реконструкцию следующих автомобильных пунктов пропуска. Кяхта. На границе с Монголией более чем вдвое повысили пропускную способность. За счет увеличения количества полос с 6 до 12 в обоих направлениях. Верхний Ларс на границе с Грузией обеспечили двукратный рост пропускной способности в сложных горных условиях, увеличив количество полос с 15 до 39. Ярак-Казмаляр на границе с Азербайджаном повысили пропускную способность в 3 раза на фоне значительного роста грузопотока в 2022 году, увеличив количество полос с 14 до 22. Завершили строительство нового железнодорожного пункта пропуска Нижнеленинская и реконструкцию железнодорожного пункта пропуска Забайкальск на российско-китайском участке госграницы. Это позволило увеличить количество поездов с 26 до 35 пар в сутки, повысив грузопоток с 16 миллионов тонн
в 2022 году до более чем 24 миллионов тонн в 2023 году. Обустроили 10 пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами России. Это позволило увеличить пропускную способность с 14 тысяч транспортных средств до более чем 35 в сутки. Переоборудовали в Тагеркен-Казмаляре, это опять же российско-азербайджанский участок границы, 4 полосы движения, тем самым увеличив пропускную способность с 200 до 600 грузовых транспортных средств в сутки. При развитии пунктов пропуска отдаем приоритет внедрению передовых российских технологий. Мы оснастили уже 7 пунктов пропуска отечественными инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа. Это современное российское оборудование, которое позволяет быстро и точно, а главное безопасно досматривать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке, при этом водителю не приходится покидать транспортное средство. Указанное оборудование уже показало свою эффективность на автомобильных пунктах пропуска Маштакова и Петухова на границе с Казахстаном, где время осуществления государственного контроля сократилось с 40 минут до 8 минут. Реализация инновационных цифровых решений позволила за 3 года, с 2021 по 2023 годы, повысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска на границах с Азербайджаном в 5 раз, с Монголией в 2,4 раза, с Грузией в 2 раза, с Китаем в 2 раза, с Казахстаном в 1,1 раза. Как следствие, на 26% увеличился объем пропуска грузов на участках государственной границы с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Монголией в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Держу вопрос оснащения пунктов пропуска на личном контроле. В мае текущего года совместно с губернатором Забайкальского края Александром Михайловичем Осиповым посетили автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Протяженность российско-китайской границы составляет более 4300 километров. На ней у нас расположены 28 пунктов пропуска. Автомобильный пункт пропуска Забайкальск является самым загруженным из 8 функционирующих автомобильных пунктов пропуска российско-китайского участка госграницы. По договоренности с китайской стороной мы изменили распорядок работы пункта пропуска и перевели его на круглосуточный режим работы, увеличив пропускную способность почти в 2 раза, с 350 до 650 транспортных средств в сутки. После реконструкции в 2027 году увеличим пропускную способность почти в 3,7 раза до 2400 транспортных средств в сутки. Мы продолжаем увеличивать эффективность работы пунктов пропуска за счет системы электронной очереди и инспекционно-досмотровых комплексов портального типа. В июне текущего года с губернатором Амурской области Василием Александровичем Орловым посетили строительную площадку автомобильного пункта пропуска Кани-Курган на границе с Китаем. Работу завершаем в 2025 году. В настоящее время пропускная способность автомобильного пункта пропуска Кани-Курган составляет 190 транспортных средств в сутки. После реконструкции пропускная способность увеличится в 4,5 раза и составит более 860 транспортных средств в сутки. При проектировании пункта пропуска мы впервые применили наиболее оптимальные и современные технологические и конструктивные решения, которые легли в основу типовых унифицированных требований по строительству и оснащению других пунктов пропуска. Теперь у нас будет унификация, и пункты пропуска будут очень близко похожи по своему внешнему виду и оборудованию. В соответствии с вашим поручением в 2025 году завершили работы по реконструкции 2 пограничных пунктов пропуска, расположенных также на российско-китайском участке. Это Пограничная и Краскино. Их совокупная пропускная способность увеличится более чем в 8 раз. С 232 до более чем 2000 транспортных средств. В начале июля находился в Челябинской области, где в ходе рабочей поездки совместно с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером посетил автомобильный пункт пропуска Бугристая, расположенный на границе с Казахстаном. А российско-казахстанский участок – это самый протяженный участок нашей границы, вы знаете, 7500 километров. На нем расположены 52 пункта пропуска, из которых 50 действующие. Реконструкцию пограничного пункта Бугристая планируем завершить в 2026 году. В настоящее время его пропускная способность составляет 850 транспортных средств в сутки.
После реконструкции она увеличится более чем в 4,5 раза и составит 4000 транспортных средств в сутки. После реконструкции количество полос увеличится с 13 до 32 единиц. Я обратился к коллегам с казахстанской стороны, говорил с первым вице-премьером Казахстана, потому что с казахской стороны, с казахстанской стороны всего 8 полос движения, и мы высказали озабоченность, что 32 полосы нашей смогут создать пробку на границе с Казахстаном в пункте пропуска Бугристая, и первый вице-премьер Скляр обещал мне уделить этому особое внимание и принять соответствующие решения. К 2030 году мы планируем завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и довести показатель нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска. На особом контроле ваше поручение, Владимир Владимирович, по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут на автомобильных пунктах пропуска. В настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает примерно 38 минут. Задача, поставленная вами, сложная, комплексная, но выполнимая, и мы, безусловно, ее решим. Уже введены в эксплуатацию инновационные цифровые решения. Это электронная очередь, диспетчеризация, мониторинг и информирование водителей об очередях. Также мы ведем разработку интегрированной системы пункта пропусков совместно с Федеральной таможенной службой, которая позволит объединить данные о пересекающих границу транспортных средствах в единой информационной среде и тем самым сократить время, которое мы необходимо затратить для прохождения контроля транспортным средством. В текущем году опытный образец будет развернут на пункте пропуска Тагеркен-Казмаляр, это российско-азербайджанский участок дороги, а в дальнейшем мы тиражируем данную технологию на все приоритетные участки границы. Меры по развитию пунктов пропуска с учетом вашего поручения были поддержаны Михаилом Владимировичем Мишустиным. Принято решение о выделении дополнительного финансирования в объеме 150 миллиардов рублей на период до 2030 года для реализации поставленных вами задач. Безусловно, это значительная сумма, и мы совместно с Минтрансом и Минфином России проработаем детально этот вопрос. В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить за помощь в реализации поставленной задачи губернаторов, и не только посещаемых мною регионов, в целом все губернаторы оказывают содействие в развитии пунктов пропуска. Первого заместителя директора, руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Григорьевича Кулешова и его коллег, Федеральную таможенную службу во главе с Валерием Ивановичем Пикалевым, который уже глубоко в теме, мы с ним общаемся на предмет дальнейшего развития пунктов пропуска. Благодаря системному взаимодействию с коллегами нам удается сохранить заданный вами темп работы. Уважаемый Владимир Владимирович, все ваши задачи будут выполнены в полном объеме. Благодарю за внимание. Доклад закончен. Хорошо, спасибо.